Ассаляму алейкум, хурматлы дуслар. Предлагаем вашему вниманию очередной фрагмент из серии книг «След татар в мировой истории». Лицо казанской национальности. Фатых Урманче. Мифы и космос. О мифологии татар и других народов. В советской и постсоветской татарской истории известны два видных деятеля из культурно-научной среды с псевдонимом Урманче. Первый – это знаменитый художник, скульптор, график Баки Урманче, Бакый Идрис Улы Урманче. Годы жизни 1897-1990. Урны джанатта булсын. Второй – профессор, доктор филологических наук Фатых Урманче, Фатых Ибрахим Улы Урманчеев. Годы жизни 1936-2021. Урны жмахта булсын. В этом выпуске речь о Фатыхе Урманче. В моем домашнем архиве сохранилась запись одной занимательной беседы с этим талантливым, широко эрудированным ученым. Надеюсь, она будет интересна и нашим слушателям. Сами того не подозревая, мы до сих пор продолжаем жить в мире мифов и легенд. Почему нельзя здороваться через порог? Почему нельзя на него садиться? Почему во время свадьбы надевают кольца? Поиском ответов на эти, казалось бы, простые вопросы занимается целая наука – мифология, которая уводит исследователей в глубокую языческую древность. Профессор Ияли Института языка и литературы Фатых Урманчеев бьется над загадками седой старины всю свою жизнь. И он уже подошел вплотную к осуществлению своего замысла и начал готовить фундаментальный труд под рабочим названием «Татарская мифология. Энциклопедический словарь». Это многотомное издание, где татарские мифы и легенды даются в сравнении с мифологией других народов. Что между ними общего? И чем они отличаются? С этого вопроса началась наша беседа. Дело в том, что в глубокой древности, говорит мой собеседник, каждое слово имело мифологический смысл. Например, комната. Для нас это просто комната, в которой мы сидим, а для мифолога – объект мифологии, имеющий какое-то космическое значение. Это целый мир. Что касается сравнительного анализа, то сравнение проводится главным образом с тюркскими мифами и со знаменитой древнегреческой мифологией. Последнее время, в связи с тем, что несколько человек защищают в нашем институте диссертации по финно-угорским направлениям, мы начали изучать мифологию мордвы, удмуртов и марийцев. И чего обнаружено больше? Различия или сходства? Разумеется, очень много общего между мифами всех тюркских народов, но есть тюркские народы, исповедующие ислам, а есть тюрки, исповедующие другие религии, например, якуты, чуваши, христиане. Но первые еще и буддисты, а вторые и язычники. Да, причем у них очень хорошо сохранились языческие представления. Очень интересна мифология хакасов. Она не связана ни с христианством, ни с исламом, а с ламаитской формой буддизма в какой-то мере. А вот казахи, киргизы, узбеки, туркмены,
каракалпаки, башкиры, татары – мусульмане. Но между исламом и тюркскими мифологиями огромная разница. В последних нет исламского культа, нет культа Аллаха. Там, видимо, очень силен культ Тенгри, небесного божества. Да, Тенгри и племенных языческих божеств. А что касается финно-угорских народов или чувашей, у них прослеживается сильное влияние ислама. Скажем, согласно мордовским легендам, создателем этого мира является шайтан, то есть дьявол. Но в данном случае в это слово, видимо, вкладывается иной смысл. Не совсем иной, потому что шайтан, в другом выражении, как трактует ислам Иблис, мешал Аллаху создать этот мир совершенным. Иблис принимал участие в его создании и портил положительные человеческие качества. Та же трактовка дается и в мордовской легенде. Или другой пример. У татар есть сказание о Гайше Фатиме Куле. Айша Фатима – это святые имена у татар. Так звали жену и дочь пророка Мухаммада. Вот именно. Но в чувашской мифологии тоже встречается словосочетание Аша Фатьма, и означает оно «злое существо». Ясно, что слово заимствовано из татарско-мусульманской культуры, но приобрело совершенно иной смысл. Вы говорили о параллелях с древнегреческой мифологией, Фатыхага. Они есть, и они очень любопытны. Приведу лишь один пример. В «Одиссее» Гомера упоминается об одноглазом циклопе. Подобное одноглазое существо есть и в татарском фольклоре. Вы считаете это случайное совпадение? Или существовали какие-то древние глубокие связи между разными цивилизациями? Это, говоря научным языком, типологические совпадения, то есть все человеческие сообщества, будь то род, племя, народность, проходят одни и те же этапы развития, и в одни и те же этапы развития они одинаково мыслят. Фатыхага. Говорят, что все мировые религии – христианство, буддизм, ислам – имеют языческую основу. Вы согласны с этим? Это не совсем так. Религии возникли как противостояние язычеству, в борьбе с язычеством, но то, что все мировые религии основаны на первобытной мифологии, вот с этим я могу согласиться. Однако первобытная мифология и язычество – это не одно и то же. Мифология объясняет мир, по крайней мере пытается объяснить мир, понять его, а язычество, как и всякая другая религия, это прежде всего поклонение. Есть фантастическая версия, связанная с теорией циклов человеческих цивилизаций. Дескать, различные языческие культы – это упрощенный и искаженный вариант некогда существовавшей на Земле монорелигии, которая была со временем забыта. И неандерталец – это не предшественник Homo sapiens, а вырожденец, превратившийся в дикаря, а потом преобразовавшийся в язычника из-за того, что отошел от истинной веры. Что вы можете сказать по этому поводу? Действительно, это из области фантастики, потому что существование на Земле доисторической развитой человеческой цивилизации наукой не доказано и никогда не будет доказано. Есть другое предположение, не менее интересное и своеобразное. Тибетцы, например, верят,
что все религии – это знания наших глубоких предков, которые сами исчезли, но оставили свои священные книги будущим поколениям. Это касается и трех классических религий – иудаизма, христианства, ислама, которые вышли из одного дома Авраама. Между прочим, все религии возникли и оформились на Древнем Востоке. Нет ни одной религии в мире, которая возникла бы на Западе. В Европе не было ни одного города, а может быть и ни одного дома, когда в Древнем Египте уже существовала цивилизация. Всем известны египетские пирамиды. Это настоящее искусство и неразгаданная тайна. В Древнем Шумере тоже была очень развитая цивилизация, причем представленная не только образцами каменной архитектуры, но и замечательными литературными произведениями. Древний Вавилон, Хеттское царство, Ассирия, Древняя Индия, Древний Китай, тюркские каганаты – все это Восток. Европа и Америка буквально, начиная с колеса и кончая правилами стихосложения и письменностью, взяли оттуда, с Востока. Современная европейская цивилизация зиждется на восточном фундаменте, но об этом не любят говорить и не любят вспоминать. Но многие на Западе сейчас поворачиваются лицом к Востоку. Интерес европейцев к древним восточным учениям не случайен. Да, Восток хранит огромное количество нераскрытых духовных ценностей. Например, в тибетских монастырях хранится несчетное множество никем не расшифрованных и не прочитанных рукописей. Или нет охоты их изучать, или тибетские монахи сами никого к ним не подпускают. Фатых ага, а как вы относитесь к увлечению неоязычеством? Если говорить о русских, это возврат к древним славянским культам. Если о татарах, это полузабытое тенгрианство. Согласно социологическим опросам, количество неоязычников, особенно в Москве, растет. Здесь можно заметить, что все классические религии – это письменные книжные религии. Скажем так, это не народные религии. Иудаизм, христианство, ислам – это учения, возникшие в результате деятельности книжников, возможно, под давлением монархических государств. Классические религии появляются только там, где есть монархическое единовластное государство. Это, кстати, касается и тенгрианства. Те, кто им увлекается, видимо, еще и не знают, что эта религия имеет очень глубокую, 3, даже 4000-летнюю историю. Дело в том, что в древнем Шумере боги назывались Бенгир, Тенгри – Бенгир. Есть предположение, что древнешумерское Бенгир и тюркское Тенгри – это одно и то же божественное существо, один и тот же атрибут религии. Возвращение к тенгрианству или к древним славянским культам невозможно. Возможно только увлечение, причем увлечение лишь какими-то их отдельными элементами. А элементы эти существуют и в классических религиях. Собственно говоря, сущность всех религий одна – это стремление к бессмертию. Больше ничего там нет. Люди никогда не могли принять смерть как естественное явление, поэтому сначала придумали, что человек живет и на том свете. Это древняя египетская философия. И для того, чтобы сохранить тело человека после смерти, его мумифицировали, строили громадные пирамиды. Но из этих пирамид почему-то никто не выходил.
С того света умершие не возвращались. Отсюда возникла вера в бессмертие души. Но что такое душа? Она материальна или идеальна? На этот вопрос пока еще никто не может дать точного ответа. В мифах тюркских народов говорится, что душа – некое крылатое существо. Фатых-ага. Английские микробиологи провели один любопытный научный эксперимент. Они пытались сжигать трупы, причем не только недавно умерших людей, но и достаточно древние человеческие останки в специальных термических печах, где можно создать большую температуру. От останков всегда оставалась какая-то мельчайшая частица, видимая только под микроскопом. То есть человека нельзя уничтожить полностью, что-то от него все равно остается. Это и есть душа. К такому выводу пришли английские ученые. Вы согласны с ними? Я слышал об этом, но в это не верю. Однако сказать, что не верю ни в какую религию, тоже не могу. Это было бы слишком резко и грешно. Я верю в то, что существует связь между космосом и человеческим организмом. Ведь астрология не сегодня родилась, между прочим. Она возникла еще в Древнем Шумере и до сих пор существует и развивается. Не секрет, что мы до сих пор живем в мифологизированном обществе. У нас много разных суеверий, предрассудков. Как от них избавиться? А зачем? Не нужно от них избавляться. Вот когда вы здороваетесь, почему протягиваете правую руку? Почему нельзя здороваться через порог? Почему вы не садитесь на порог? Это миф? Это суеверие? Нет. Это древнейшие представления о мире. Возьмем комнату, в которой мы с вами сейчас беседуем. На данный момент это наш с вами мир. Это наш микрокосмос. А за порогом комнаты находится уже другой мир. Поэтому нельзя протягивать руку через грань двух миров и здороваться. Это во-первых. Во-вторых, у древних народов, включая тюркские и татарские, был обычай хоронить предков перед порогом. Там человек лежит, поэтому туда нельзя садиться, так же, как нельзя садиться на могилу и протягивать через нее руку. А почему надевают кольца во время свадьбы? Как вы думаете? Действительно, а почему? Я вам не скажу, потому что это несколько трудно объяснить словами, но жесты говорят сами за себя. Я догадался, кольцо протекает палец. Я вам ничего не говорил, ағайны. Это вы сами. Но я хотел бы вернуться к вашему вопросу о суевериях и поставить его несколько иначе. Почему так много мистики в нашей жизни? Мы живем не только на грани веков, но и на грани тысячелетий. Что происходило на грани XIX и XX веков, вы хорошо представляете. Это возникновение марксизма, русско-японская война, революция 1905 года, Первая мировая война, в 1917 году две революции, февральская и октябрьская, 1917-22 годы, гражданская война. Все возможные катаклизмы на грани веков – это естественные явления. И в настоящее время мы наблюдаем то же самое. Кризис конца XIX – начала XX веков привел к распаду Российской империи.
К концу XX века начался распад Советского Союза. И чем вы это объясняете, Фатых ага? Подобная цикличность, на мой взгляд, обусловлена влиянием космоса на человеческую цивилизацию. Посмотрите, что творится в мире. Помимо американской трагедии, где задействован человеческий фактор, столько стихийных бедствий происходит. Природные катаклизмы коснулись Японии, Кубы, Калифорнии. Все это только за последний год. Это страшное явление. Я до последних дней думал, что оно не коснется мусульманских стран. Однако в Алжире недавно тоже случилось наводнение, в котором погибло, кажется, около 300 человек. А общественные катаклизмы тоже связаны с космосом? Безусловно. Потому что космос – это единый организм. Когда я говорю «космос», я подразумеваю все человеческие сообщества, всех людей. Да вы просто назвали Бога космосом. Я Бога так не называю. Бог, Он и есть Бог. Нет, это не одно и то же. Видимо, какой-то сверхчеловеческий разум все-таки существует. Но это не раскрытая тайна. А разве нельзя дать объяснение тем ужасным природным и общественным катаклизмам, о которых вы говорили, в системе существующих религиозных учений? Они для этого не предназначены. Я считаю, нужно совмещать и науку, и религию, и человеческий опыт. То есть нужно создавать нечто вроде интеручения Даниила Андреева? Зачем так далеко ходить? У нас Диас Валеев, кажется, уже его придумал. Но если серьезно, чтобы выполнить эту задачу, нужно быть гением уровня, скажем, пророка Мухаммада, за которым ныне следует 1,5 миллиарда людей. То, о чем вы говорите, Фатых ага, пытаются сделать американцы. Они заложили огромную базу данных в суперкомпьютер и поставили перед ним задачу создать новую суперрелигию. Это невозможно. Сейчас человеческий разум извращен. Раньше были какие-то идеалы. Я вспоминаю свою молодость и вспоминаю эти идеалы. Ведь совсем другие представления о мире были. Зачем мне нужно было ходить за 12 километров в школу учиться? Зимой, в буран, пургу. Потом 17 лет жил на частной квартире. Зачем это надо было? Но раньше мы не рассуждали. Родители, школа, комсомол сказали надо, значит надо. А сейчас что надо? Кроме денег ничего. Практически утеряны все представления о духовных ценностях. То есть я хочу сказать, что в базу данных компьютера, каким бы мощным он ни был, сегодня нечего закладывать. Фатых ага, последний вопрос. Как, по-вашему, человечество дальше пойдет по пути развития религиозного сознания или рационального? Это очень сложный вопрос, Туган. В настоящее время в абсолютном большинстве стран вера в религию, в Господа Бога в христианстве или Аллаха в исламе принимает формальный характер. Верующих глубоко от души у нас, по крайней мере, очень мало. Вероятно, чтобы быть верующим, нужно с детства иметь религиозное воспитание. Какое-то количество истинно верующих в каждой религии, конечно, останется, но в основном человечество, как мне думается, пойдет по рациональному пути
если не хуже. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Следите за нашими выпусками. Продолжение следует. Давамы вам!